Отец Владимир, вот вы многодетный священник, настоятель храма в селе. К вам приходят масса людей со своими просьбами, со своими проблемами. У вас масса хозяйственных нужд, на которые расходуется очень много времени и сил. Но помимо этого у вас есть 6 детей и супруга. Вот как вам удается совмещать это все с семейной жизнью? Ведь каждому члену вашей семьи необходимо уделить внимание. Да, существует такая ситуация, что иногда священнику, ну и вообще, я думаю, любому многодетному отцу не всегда хватает нужного количества времени на всех членов своей большой семьи. Ну, тут, конечно же, без благодати Божией не обходится. Где-то вот находишь слова утешения для своих родных, что ты не всегда можешь им посвятить вот много времени. Иногда, конечно же, пытаешься выделить время для них. Ну и очень, ну, по крайней мере, мне помогает планирование. Планирование вот своего дня, своей недели. То есть ты все планируешь, что вот обязательно раз день в неделю ты уделяешь именно семье. Да, обычно этот день у людей называется выходной. Женатый, тем более многодетный священник, он обязан брать выходной один день в неделю, чтобы этот день побыть с семьей. И это на самом деле очень и очень важно, потому что если ты хороший семьянин, то и на приходе у тебя будет более или менее как-то дружная, хорошая атмосфера, да, потому что ты будешь спокоен, что твой тыл, он как бы все у тебя в порядке там с детьми, все у тебя в порядке там с супругой и так далее. Также вот, допустим, многие удивляются, как у священника может быть отпуск. Ну, действительно, вот этот отпуск, это тоже время, когда ты посвящаешь это время именно семье. Нужно вот максимально использовать это время для взаимодействия вот конкретно с детьми, чтобы участвовать вот в их воспитании. Также нужно не забывать, что у тебя есть супруга, которая тоже требует этого внимания. Ты должен участвовать в ее жизни. Вот ведь все-таки ты любимый муж, вот, а она любимая жена. Также очень хорошо, по крайней мере для священника, чтобы дети также участвовали в церковной жизни, то есть детей также вовлекать в жизнь прихода, вот, супругу вовлекать в жизнь прихода, и тогда этих взаимодействий становится все больше и больше, и ты не только в выходные и там, в отпуск можешь взаимодействовать со своими родными, но и по будням. Особенно, конечно, хорошо вечером посвящать время семье вечером, чтобы собираться за общим столом, за общим ужином, да, вот, и обсуждать сегодняшний день, что случилось в этот день. Вот. Чаще всего, конечно, мне, по крайней мере, приходится слушать, не рассказывать, а именно слушать своих детей, потому что они чаще всего наперебой говорят о том, что у них было в детском саду, в школе, или там вот они сегодня вместе игрались, там, или какие мультфильмы они там последние посмотрели и так далее. Очень выручает, я думаю, каждый родитель меня прекрасно поймет, выручает именно вот в таком взаимоотношении, вот там, чтобы побыть вместе с супругой, да, выручают мультфильмы. Когда ты включаешь мультфильмы, они все в мультфильмах, и ты можешь спокойно с супругой попить чай, обсудить какие-то насущные проблемы своей жизни или просто посидеть вдвоем, пообщаться на просто какие-то даже отвлеченные темы. Слава Богу, что есть помощь окружающих людей. Окружающие люди, конечно, очень сильно помогают. Вот, родственники очень сильно нам помогают. Вот, где-то посидеть с детьми, где-то там куда-то их сводить. Вот наши там бабушки, дедушки, очень, конечно, за это низкий им поклон всем. Это, конечно, просто без них бы действительно никогда бы не справились.